Всем добрый вечер. Мы сейчас уже начинаем наш эфир. Мы сейчас ведем прямой эфир в Фейсбуке, потом эта запись появится в Ютубе и также на телеканале Next TV и на радио Next FM. Поэтому я приветствую не только наших зрителей в социальных сетях, но и наших радиослушателей и телезрителей. Меня зовут Дмитрий Ложников. Сегодня наша тема программы – это Кемпирабадское дело, доступ к правосудию, насколько правосудие доступно. И у нас в гостях адвокат Замир Джаушев. Добрый вечер, мне трудно сказать, поэтому скажу здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Первый вопрос. Во-первых, кого вы сейчас защищаете из фигурантов Кемпирабадского дела и как прошел ваш, так скажем, процесс по попытке поменять меру пресечения? Значит, я защищаю совместно с коллегами, с Канатом Хасановым, с Тимуром Султановым, троих из участников этого дела, фигурантов этого дела. Это Равшан Джеймбеков, Атай Бейшембек и Эрлан Бекчураев. Равшан Джеймбекова я уточню, один защищаю. И, Вот. Давайте начнем с этого процесса по Равшану Джейнбекову. Как он прошел, по вашему мнению, какие были, возможно, процессуальные нарушения или еще какие-то сопутствующие обстоятельства, которые вы хотели бы подчеркнуть? если говорить о нарушениях, то само задержание, оно было нарушением для нас, а также само предъявление обвинения для нас считается нарушением, и само избрание меры пресечения в виде заключения в СИЗО есть нарушение. Однако определенная надежда, конечно, была, что городской суд может посчитать задержание незаконным, необоснованным, а меру пресечения изменить на не связанные с лишением свободы, но эта надежда была очень малой. Но после того, как первый день, позавчера, женщин начали оставлять, начиная с Гульнары Джурабаевой, оставили в СИЗО, то надежда еще уменьшилась. Но человек все же присущая надежда последняя покидает нас, и поэтому мы все же надеялись до конца, что в случае с Равшаном Джеймбековым или с Атаем Бейшембек какие-то детали могут сыграть в нашу пользу, да, но этого не случилось. К примеру, если привести пример, например, по Атаю Бейшембеку, он вообще на собрании, где было принято решение создать комитет по защите Кемпирабад, он не принимал участия. Мы думали, может, из-за этого его выпустят. По Равшану Джеймбеку мы думали, может, его выпустят из-за того, что по другому делу, в рамках другого дела, это дело о куйташских событиях, может, из-за того, что в рамках этого дела в его отношении подписка о невыезде уже избрана. Может, из-за этого его здесь освободят. Но все же надежда оказалась безрезультативной. Какие нормы были нарушены в отношении, когда, так скажем, на процессе по Равшану Джейнбекову? Я могу в этой части говорить касательно всех троих, потому что нарушения, в принципе, аналогичные. Всех троих задержал ни Джапбеков, Улан Джапбеков. Он не задерживал фактически. Их задерживали разные следователи, но в постановлении о задержании как должностное лицо, задержавшее их, указан Улан Джапбеков, руководитель следственной группы. Это неправильно. Каждый следователь, который фактически задерживал, он должен был указываться в этих постановлениях. Также местом фактического задержания у всех указана следственная служба МВД. Но в здании следственной службы МВД они в тот день, то есть 23 октября, не оказывались, там не были они. И я не был, другие адвокаты там не бывали. Атай Бейшембек, например, и Равшан Джеймбеков, они были задержаны в здании ГУВД. Значит, в постановлении должно было указываться именно это место, как место задержания. Дальше. В постановлении говорится, что Улан Джапбеков им разъяснил права и обязанности подозреваемого. Но как он может разъяснять права и обязанности, если этот человек нас не видел? Ни Равшана, ни Атая Джеймбекова, ни
Эрлана Викчора, ни адвокатов он не видел. Поэтому это все грубое нарушение требования Уголовно-процессуального закона. Далее, как основание указывается, что при них там обнаружено следы преступления, и я точно не помню в случае каждом из них, что указано, но какое бы основание не было указано из перечня, приведенного в УПК, этих оснований тоже не было. Дальше, касательно меры пресечения. Здесь подход следователя и прокуроров был таков, что гипотетически, да, чисто гипотетически, они говорят, они могут убежать куда-то, скрыться от следственного органа, препятствовать ходу следствия, оказывать давление на свидетелей, на свидетелей, уничтожать доказательства. Но это чисто гипотеза же. Если вот приводить пример из медицины, мы же не можем, врачи же не говорят, он может завтра заболеть, и не ложат же на операционный стол. Они диагноз делают. Если установят точно, что есть заболевание, потом оперируют. Здесь то же самое. То есть следователь говорит, он может сбежать, судьи сразу берут и закрывают в СИЗО. Нет. Закон говорит, что конкретные фактические доказательства должны быть предоставлены следственному суде со стороны следователя, прокурора, которые указывали бы, что они могут эти действия совершить. Но таких обстоятельств, доказательств не было в случае ни одного из задержанных. А в чем их конкретно обвиняют? Всех обвиняют в подготовке к организации массовых беспорядков. И теперь здесь, как юристу, мне изначально непонятно. Вот еще раз скажу, подготовка к организации массовых... Я тоже этого не понимаю. Я понимаю организация массовых беспорядков, Да. когда человек начинает организовывать массовые беспорядки, там плакаты делает, я не знаю, там какое-то оружие собирает, камни готовит, палки, Да. дубинки. А здесь Если подготовка к организации. само слово организация, это означает подготовка. Действия, направленные на Сама подготовку. организация – это и есть подготовка, в общем-то. Они говорят, была подготовка к подготовке. Мгм. Это данное обстоятельство меня наталкивает на мысли о том, что может у них вообще совсем ноль, скорее всего, совсем ноль с доказательственной базой, поэтому они к организации еще приплюсовали подготовку. То есть как бы сдалека, да, подходят, слишком сдалека. Это даже не организация, это подготовка к организации. Это неправильно, да. А так обвиняются именно в подготовке к организации массовых беспорядков. Но это все равно, что если человек, например, будет кричать там на улице на другого человека, я там тебя убить хочу, и его за это сажать за там, покушение на убийство, да? Примерно такая аналогия. Да, можно и такую аналогию приводить. И вообще уголовное дело же было возбуждено 20 ноября. И там говорится, что некие активисты, политики принимают меры, чтобы организовать массовые беспорядки, где будет... к организации митингов по всем областям республики. К этим митингующим везде выйдут силовики, и тогда с их стороны, то есть со стороны митингующих, будут провокации. Эти провокации будут использованы для массовых беспорядков. Вот так говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела. Это 20 октября. Потом спустя 3 дня всех задерживают, а спустя 2 дня, то есть 22 октября, там было проведено собрание по созданию комитета по защите Кемпир-Абад. И вот они решили к этому делу подвести вот это собрание по образованию комитета. Потом... Я правильно понимаю, что дело возбудили за 2 дня до вот этого злополучного собрания в кофейне? Да, и в постановлении о возбуждении не говорится об этих лицах, которые были задержаны, не говорится о собрании, которое планируется
просто говорится, что они планируют массовые беспорядки. В дальнейшем уже добавили, уже конкретно в постановлениях по привлечению в качестве обвиняемого каждого из них уже добавили, что 22 числа они собирались в этой кофейне, потом создали комитет, и это таким образом хотели большую массу собрать и сделать массовые беспорядки. Но с таким успехом любое собрание можно посчитать подготовкой к какому-то преступлению, каким-то массовым беспорядкам, к захвату власти незаконному, да, и так далее. Тогда что, мы должны все граждане перестать собираться по любому поводу, опасаясь за то, что завтра это могут оформить в какое-то уголовное дело? У них в домах были проведены обыски вот в день задержания. Практически у всех, насколько я знаю. Что нашли следователи? Я конкретно по трем могу со стопроцентной уверенностью утвердительно говорить о том, что ни у одного из троих моих подзащитных что-то противозаконное они не нашли. Кроме того, от коллег я слышу, что и у их подзащитных тоже не находили. Если не находили, то вообще зачем искали? Неужели их подозрение, что у кого-то могут быть предметы преступления, какие-то материалы письменные, указывающие на то, что подготовка шла к массовым беспорядкам, у кого-то хоть из 25 человек, хоть у одного нашли бы, но не нашли же. Ничего не нашли. Но через фейковые аккаунты писали, что у Равшана Джеймбекова, у Улугбека Маматаева нашли большое количество оружия, большую сумму денег. Но это все ложь. Я в Фейсбуке опубликовал там копию протокола обыска дома Джеймбекова. Там все перечислено. Изъяли ноутбук супруги Джеймбекова, какие-то там листочки с информацией из открытых источников. И все, в принципе. Никакого оружия не изымали. А у меня вот вопрос по поводу вот этих пресловутых аудиозаписей, которые были опубликованы, якобы случайно появились там в интернете, хорошо смонтированные там с текстом, с расшифровками, с фотографиями. Вы их наверняка слушали, вы как юрист, как можете эти записи трактовать, так скажем? Да, я слушал, фрагменты опубликованные в социальных сетях. Если люди собирались, это же факт, что они собирались. Там различный разговор был. Кто-то говорил, если исходить из этих фрагментов записей, да, кто-то говорит, надо митинги проводить. Бекназаров говорит, надо Курултай проводить. Раз это собрание, это нормальная вещь, в порядке вещей, что столкновение мнений будет. Кто-то это предлагает, кто-то предлагает такой вариант. Но никто же не говорит, насколько я понимаю, даже из этих фрагментов, что надо идти на площадь, совершать какие-то преступления, кого-то избивать, на кого-то нападать и так далее. Об этом не идет речь. Проведение митингов разрешено в Кыргызстане? Проведение митингов разрешено, и кто-то понимает так, если не уведомлять местные органы самоуправления, там мэрии, да, например, то нельзя проводить митинг. Это неправильно. Даже не уведомляя, можно проводить. Уведомлять надо для чего? Для того, чтобы государство со своей стороны обеспечил безопасность путем направления сотрудников милиции на место проведения этих митингов, чтобы сотрудники, в свою очередь, как уже говорил, обеспечили безопасность участников митингов. Так что Конституция всем дает возможность, право проводить любые виды массовых собраний. Только они должны быть в рамках закона, то есть какие-либо призывы к насилию и так далее не должны звучать. Вот я бы хотел еще обсудить вот этот кейс, удивительный и замечательный кейс Нурлана Асанбекова. Это прораб, строитель, который вообще к политике отношения не имеет, но он, я так понимаю, там друг давний и товарищ Равшана Джеймбекова, и он там что-то строит еще у него.
Вот. И его тоже загребли, у него дочь с ДЦП, мать больная, и человек, попав туда в СИЗО, понял, что у него нет другого выхода. Ему надо выйти оттуда любыми способами. И он объявил сухую голодовку. Он не ел, не пил, и я его знаю просто лично немного. Я знаю, что это очень жизнерадостный, такой энергичный, веселый человек, и вот он за 10 дней там превратился в тяжело больного человека. Я сегодня посмотрел там фотографии, записи, это ужасно. Но, но он реально, и вот я прочитал, Нурбек Тактакунов написал, что это знаковое явление, парень отстоял свою свободу, поставив на карту свою жизнь. И потом он известную цитату процитировал: «У нас нет никаких прав, кроме тех, которые мы отвоевали». И ему дали домашний арест. То есть вот человек реально вынудил судей, да, чтобы просто они понимали, что он убьет себя, и они будут виноваты. Что делать? Теперь, получается, всем так надо делать, всем так поступать надо, чтобы добиваться вот этих прав, отвоевывать, как говорит Нурбек Тактакунов. А сейчас я могу только лишь говорить, что это выбор решения каждого, но это крайние меры. Крайние меры. В первую очередь госорганы не должны, правоохранительные органы, судебные органы не должны допускать, чтобы эти заключенные пошли на крайние меры. Далее, да, вот из 25 человек где-то только 2 же на сегодня вышли под домашний арест. Одного из них районный суд выпустил под домашний арест, остальных всех в СИЗО закрыл. Кто был этот человек? Насколько я знаю, и как говорят вот правозащитники, Азиза Абдурасулова в Фейсбуке пишет, это был тот человек, у которого врачи констатировали прединфарктное состояние. Тоже фактически при смерти человек был. При смерти он был, он умирал. Его 2 или 3 раза на скорой привозили в суд, обратно увозили. И без него заочно рассмотрели меру пресечения, и судья дал домашний арест, поскольку он умирал. И второй человек сегодня, который вышел на свободу, он тоже практически умирал. Но я как вот извне смотрю и вижу, что он практически идет к смерти из-за голодовки. Я тоже до этого его видел в нормальном состоянии, когда был на свободе, а сегодня уже он исхудал и так далее. Все видно, да, визуально. Вот 2, которые умирали, суды, наши судьи выпускают. Но по закону-то это не так. По закону, наоборот, должны в крайнем случае, если вообще нет выхода, и если есть конкретные, как я уже говорил, конкретные доказательства, указывающие, что эти лица завтра скроются от следствия, продолжат свое преступление, будут оказывать давление на свидетелей, будут уничтожать доказательства. Если об этом доказательства, то есть фактические обстоятельства имеются, и они изучены судьями в суде, то можно идти на такой шаг, что избирают меру пресечения в виде СИЗО. А в других случаях есть домашний арест, подписка о невыезде, залог и так далее, но почему-то их не применяют по этому делу, и сегодня тоже не применили. А с точки зрения юриста, какова вообще перспектива этого судебного дела? Но я могу предположить, что, как и октябрьские события, дело по октябрьским событиям, которое изначально было понятно, что это абсурдное дело, абсурдное обвинение в отношении 7 человек. И вот 6 были оправданы, только насчет Бабанова я не знаю, потому что в его отношении выделили. Остальные 6 человек были оправданы в итоге недавно, да? Я думаю, и это дело к тому же пойдет. То есть со временем скорее оправдают. Но это не факт. Потом, скорее всего, мне так кажется, что пока дело не будет передано в суд и суд не рассмотрит, большинство будут сидеть в СИЗО. Мне так кажется почему-то, к сожалению. А что вы скажете по поводу условий, в которых они содержатся в СИЗО-1? Условия, конечно, это место лишения свободы. Самое ценное для человека – это свобода. Мы все в какой-то степени поняли ценность свободы, когда
во время карантина из-за коронавируса мы все рядом с близкими людьми, родными, в хороших условиях дома сидели, но нам надоело это, даже дома сидеть, потому что свобода, оказывается, лучше, когда ты передвигаешься, дышишь свежим воздухом, смотришь на небо, на деревья. У них даже родных там рядом нету. Какие бы там условия не были, я внутри туда вглубь не заходил, но скорее плохие условия, но все равно, да, какие бы условия не были, там родных нету. Там люди не могут на свободе на улице находиться, не могут свободно передвигаться, и это, конечно же, ужасно. Ужасно с учетом того, что здесь вот такое абсурдное дело, по моему мнению. Сейчас вы можете юридически каким-то образом подать снова апелляцию, жалобу и добиваться, продолжать добиваться смягчения меры пресечения? Там практически всех заключили в СИЗО до 20 декабря. Ближе к 20 декабрю опять в районном суде будет рассматриваться вопрос продления или изменения меры пресечения. Тогда, да, однозначно все будем участвовать, дай бог. А до этого мы не можем, в принципе, этот То вопрос есть далее сейчас, в полном да, суде вопрос поднимать. Только вторая инстанция рассматривает, порядок мгм. таков. Но мы можем, да, какие-то иные обстоятельства новые искать, которые могли бы послужить основанием для изменения. Но адвокаты бездействовать не будут, это однозначно. Есть ли вероятность каких-то новых задержаний по этому кемпирбадскому делу? По этому именно делу у меня нет информации, даже слухов нету. Ну вот сегодня Но мы знаем одного из сторонников Адахана Мадумарова, члена партии Бетун Кыргызстан, тоже блогер. Его вызывали на допрос. Я, правда, не знаю сейчас на текущий момент, почему его вызвали, но мы понимаем, что там члены партии Бетун Кыргызстан тоже были в этом комитете по защите Кемпирабада. Они очень активно выступали также. ходят слухи, что готовится мероприятие по задержанию около 10 человек, только непонятно, в рамках этого дела или в рамках другого дела. Но такая информация ходит. Так, То есть кто эти люди? Политики, активисты, журналисты? без понятий, скорее вперемешку. Но вот в правоохранительных органах, среди сотрудников правоохранительных органов такие сведения ходят и до нас доходят. Но это, возможно, утка, то есть неправильная информация, ложная, а возможно, правда. Посмотрим, время покажет. Но это плохо, если так будет, если просто без основания, как и аналогично, да, по Кемпирабаду, также будут задерживать под каким-то поводом, то это неправильно и нехорошо. А давайте теперь поговорим по поводу Койташского процесса, потому что в последнее время как бы очень мало новостей оттуда, но процесс идет, процесс каким-то образом продвигается. Что сейчас там происходит? По Куйташским событиям уже более 3 года прошло. До сих пор мы в суде, на начальном этапе мы допрашиваем потерпевших в лице милиционеров, сотрудников милиции, которые участвовали во всех этих мероприятиях при задержании Атамбаева. Их очень много, где-то более 200 человек, поэтому около 50 сотрудников уже были допрошены. Где-то 90% из них отказались от поддержания обвинения, заявили, что к обвиняемым никакие претензий не имеют, и также дали показания, что их избивали камнями в селе Войташ, там по дороге или на площади Алато неизвестные лица. Среди них они не видели этих фигурантов дела. Поэтому там большинство отказывается от поддержания обвинения, от претензий к обвиняемым. И это правильно, потому что как эти фигуранты могут избивать столько сотрудников? Всем же понятно, что это нет. И А там вот сколько фигурантов по Койташскому делу? еще раз можете сказать? Сколько всего фигурантов по вот этому делу сейчас? Сейчас именно в Первомайском районном суде около 15 человек.
Я так понимаю, что там не только рассматривается дело по куйтарским событиям, там же собрали воедино несколько уголовных дел Атамбаева, и по ним, и там везде какие-то свои отдельные фигуранты дополнительные. Да, там 4, если не ошибаюсь, 4 или даже больше уголовных дел. Я даже со счета сбился. Объединили в одно производство. Один судья все эти дела рассматривает, и все фигуранты, их уже много, там получается более 20, если не ошибаюсь. Все они со своими адвокатами постоянно приходят. Например, люди, которые к хуйташским событиям вообще не имеют отношения, в рамках хуйташских событий не обвиняются, они вынуждены сидеть, на каждое заседание приходить и слушать показания потерпевших, свидетелей по хуйташским событиям. Зачем им время тратить, жизнь тратить на это, если к их делу это не имеет отношения? Поэтому я к чему это говорю? Это вообще неправильная практика. Объединять дела, где люди вообще не причастны. Да? Но у нас в таком режиме вот продолжается судебное заседание 3 раза в неделю, понедельник, среда, пятница, целый день. С 10, ну не целый день, с 10 до 12, потом перерыв до 2, и с 2 до 5:30. И Равшана Джейнбекова туда привозят теперь, да, получается, из СИЗО? Равшана Джеймекова туда привозят, он участвует, и там он не за клеткой сидит наравне с другими фигурантами на свободе, то есть рядом с адвокатами. Почему? Потому что в рамках этого дела подписка о невыезде. Да, забавно, очень забавно. Такой забавный момент, да? Вот 2 постановления. Один судья говорит постановление. Равшан Джеймеков должен быть под подпиской, не выезжать из территории Кыргызской республики. Второе постановление говорится по Кемпирабаду, он должен в СИЗО сидеть. Согласно Конституции, любой судебный акт обязателен к исполнению на территории КР. И теперь госорганы какое постановление будут исполнять? И почему одно постановление для них будет ценнее, выше, чем другое? Это сами же судьи делают. Я вчера судьям судебной коллегии в Бишкекском городском суде об этом говорю. Противоречие между 2 судебными актами, хоть это устраните, они и это оставили в силе. А куда вы можете жаловаться? Вот, очевидное нарушение закона, очевидная там коллизия, то, что вы говорите. Куда еще можно жаловаться, если не в суды? К гаранту Конституции вы можете как-то обратиться? Нет, мы никуда пока что внутри Кыргызстана и за рубежом не можем обращаться вот официально, да? Но у нас есть общественность. Общественность, народ – это хозяин власти, да, государственной. Но истоки от народа источник власти – народ. Источник власти – народ. Они избрали, граждане избрали и президента, и депутатов. Поэтому мы стараемся через СМИ обо всем беспределе сообщать общественности, что общественность контролировала. И в этом нам СМИ помогает. СМИ действительно 4-я власть. Очень большое влияние на все эти дела оказывает именно средства массовой информации, журналисты независимые. И им большая благодарность. По октябрьским событиям, мое личное мнение, что власти пошли, под властями я всегда подразумеваю, в том числе следственные органы, прокуратуру, суды. Кто-то понимает, когда я говорю власти, президента или премьер-министра. Нет, всех в целом я подразумеваю. И вот власти пошли на оправдание 6 фигурантов дела по октябрьским событиям. Почему? Основная причина, я считаю, это общественный контроль, недовольство со стороны общественности. В соцсетях я анализировал, все писали, большинство, да? Даже так называемые доконцачники, они писали, это же абсурд, мы же там видели, кто на кого нападал. И эти люди не организовывали массовые беспорядки, захват власти. И это привело к тому, что суд в конце концов оправдал этих лиц. По Кемпирабаду то же самое может произойти, если общественный контроль будет сильный. А извне, я считаю, вот извне какие-то правозащитные организации делают заявления и обращаются к нашим властям, чтобы конституционные права, процессуальные права
этих заключенных не нарушались, чтобы кто-то, по-моему, говорит даже, чтобы их освобождали. Это очень хорошо, им благодарность, но извне все-таки вот в достаточной мере не смогут повлиять, чтобы всех выпустили. Это только наш народ может решить, по моему мнению. Вот если Куйташский суд будет продолжаться в таком же вот режиме, когда допрашивают одного, другого, третьего, и так 200 человек подряд, потом, кроме потерпевших, нужно будет еще участников опрашивать и еще кого-то, свидетелей опрашивать. Вот если в таком режиме это будет продолжаться, сколько времени это может занять еще? Так, это где-то, по моим подсчетам, к концу следующего года должно завершиться в районном суде. А потом будет еще Потом будет, апелляция в городской суд. но там быстрее будет, 2-3 месяца максимум, наверное. Может, месяц. И Верховный суд тоже где-то месяц-полтора. Мгм. Пользуясь случаем, давайте тогда обсудим вот дело Болота Темирова. Там, я так понял, гособвинение подало апелляцию не согласно с приговором районного суда. Там обратная ситуация получилась. То есть Да. районный суд вынес, в общем-то, решение, которое, ну, отчасти удовлетворило сторону обвиняемую, правильно? Самого Болота Темирова. То есть отчасти он был оправдан. Там Причем было по тяжелому моменту. Там было 4 эпизода, 4 преступления, да, по 4 преступлениям, как считает сторона обвинения, обвиняли, то есть считали, что эти все 4 преступления совершил Болот Темиров. Суд пришел к выводу, что 2 преступления, да, он совершал, связанные с паспортами, но срок для привлечения к уголовной ответственности и для наказания истекли, поэтому наказание не было назначено. По 2 статьям, связанным с наркотиками и с пересечением госграницы, судья сказал: я пришел к выводу, что это правоохранительные органы сфальсифицировали, и оправдал. Теперь прокуратура обжаловала именно в части оправдания. А мы, в свою очередь, обжаловали в части, где суд признал его виновным. А вот у меня такой вопрос. Если сейчас городской суд снова признает, что наркотики ему были подброшены, так скажем, ну, или что он невиновен, да, в эпизоде с наркотиками, то, получается, отсюда следует вывод, что наркотики ему действительно подбросили, и значит, следующий вывод, что те, кто подбросил, должны понести наказание. Вообще, да, все правильно, но на практике может это получится так, что Болот Темиров пойдет, там напишет на сотрудников правоохранительных органов, а там какое-то расследование проведут и скажут: нет, оказывается, они не подбрасывали, мы не знаем, откуда эти наркотики возникли, но из-за того, что вы через следственные органы, суды прошли, мы можем, ну, государство может вам компенсацию выплатить, вы обратитесь в исковом порядке. И он пойдет, иск напишет, и платят где-то 20 тысяч сомов, и все, он уйдет с недовольным, в недовольном состоянии. Ну, примерно так будет, к сожалению. А вообще, по идее, должны именно из числа сотрудников правоохранительных органов, которые этим занимались, наказать кого-то конкретно, потому что он подбросил. Если на него надавят, если вот объективное расследование будет, на этого сотрудника надавят, скажут: скажи, кто тебя заставил это сделать? Он укажет на свое начальство, а начальство укажет на еще вышестоящего. Но если это объективное расследование будет. Но, по моему мнению, дай бог, есть надежда, что когда-то и даже по делу Болота Темирова будет объективное расследование и понесут многие наказания. Надежда есть, надежда есть. Ну да, в Кыргызстане уже были такие случаи, когда власть менялась и действительно находили виновных и наказывали их. Даже тоже убийство Садаркулова знаменитое, один Да. из показателей. Спасибо большое за эфир, нам уже нужно заканчивать. Это был адвокат Замир Джоошев, который защищает в Кемпирабадском деле интересы 3 подсудимых. Вот. Ну и в целом известный адвокат, который защищает интересы достаточно большого количества известных людей. Спасибо большое. Вам успехов в вашей работе. Держитесь и побеждайте. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
До свидания.